саны элек, ничек көз алдыбызга китердик Инстаграмны. Ашагына төшерәсең, матур фейс, теге гомән, яңалыклар да чыкмыйдыр, нигәдер ошондай позитив кына контент иде. Мин дә шуңа теге омтылып, анда гел позитив кына дип, менә именно менә шул социаль челләрне сайлап алдым. Шуннан соң исегездә булса 3 ел элек бик кызык иде челленджлар, теге боз белән сибергәйме, исегездәме теге айс баскет челлендж дигән соң биюләр Харлем Шейк. Мен әйтәм, безнең татарларда да берәр флешмоб булырга тиеш. Мин башладым флешмоб яраткан җырым. Кемнең ишеткәне бар яраткан җырым флешмобын? Ой, молодец та инде. Мин башладым яраткан җырым флешмобын, кешене җырлата башладым, кеше җырлый башлады. Хәзерге вакытта кирсәгез яраткан җырым хэштегына, анда 6000-нан якын җырлар татарча. Мин элек татарча бик начар сөйләштем. Әйбәт, ну, теге, мин аны гел әйтәм, габатовский татарский язык. То есть, в принципе, я разговаривал на татарском, но 5 слов по-русски, 5 слов по-татарски. В связи с этим, сейчас буду по-русски говорить, потом татарша обучаем. В связи с этим, значит, была такая ситуация, меня позвали первый раз на телевидение, у меня было 16 тысяч подписчиков, давай там, вот Ренат, давай по-татарски расскажи, как ты все начал, как флешмоб получился. Значит, я сел, рассказываю, и такие, выключают камеру, ты, говорит, по-татарски вообще, говорит, разговариваешь, ты же, говорит, татар-малай. Я говорю, да, разговариваю, но очень плохо. Потом я скачал переводчик, то есть, в принципе, я видео снимал, писал, все благодаря тому, что там у друзей спрашивал, записывал с 5-го дубля, то есть я много слов не знал татарских. Ну, знал, но словарный запас был очень маленький. Значит, первый случай, когда была большая жесткая критика, ты называл себя татар-малаем, но ты не умеешь разговаривать на татарском. Вторая жесткая критика. Все мы знаем, что на радио очень красиво говорят на татарском языке литературном. Значит, меня позвали, задают кучу вопросов, я не понимаю. Был интересный вопрос. Ренат, менә син тәнкыйтькә ничек реагируешь? Я ничек тәнкыйтькә? Мен әйтәм, нәрсәгә? Тәнкыйть, критика. То есть я много слов вообще не знал. Значит, я минус радио какой? Это прямой эфир. Значит, мне начали все писать, ты вообще не татар-малай, ты разговаривать не умеешь, ты вообще ничего не знаешь. То есть это второй такой был волна, когда я понял, то, что надо уже реально, если уж я назывался татар-малаем, надо реально как бы учить, подкрепить татарский язык. Что на самом деле татарша сөйлей башлыйм. Ничек мен менә ситуацияны төзәттем. Татарша җырлар тыңлыйм, гел татарша язам. Әйме, татарша клавиатура нигәдер күп бездә бар, но алар кулланмый татар хәрефләре белән. Без нигәдер теге бәләм дип язсак, без нигәдер менә татарша яздым дип әйтәбез, ул дөрес түгел. Белән булса инде, хәреф белән булса әйме. Шуннан соң инде мин үземнең дә теге бер төрле пропаганда интернетта менә сөйләшсәгез, аралашсагыз, дөрес аралашыгыз, дөрес сөйләшегез. Ну, шуңа да карамастан, оялмыйча русча да сөйләшәм, потому что как о нас татарах узнает, если мы, как бы, другие нации, если мы будем только по-татарски говорить. Соответственно, можно и по-русски чуть-чуть. Вот. Значит, был такой момент, когда была жесткая критика. После этого флешмоба был один случай, когда меня репостила наша певица Алсу. Я выложил один пост, самый популярный, сейчас вы все вспомните, сейчас, чай без заварки, как там... Да, продолжите. То есть я вот это выложил, отметил Алсу, она меня сразу репостнула. В течение там дня подписалось 1000 человек, это живых татар, потому что все то есть потому что блог вел только на татарском языке. И в течение месяца 5000. То есть это было два таких важных момента, когда был, то есть флешмоб, большой толчок, и репост Алсу, большой толчок. После этого я уже в Инстаграме появилась минута. Я начал снимать, то есть экспериментировать. Начал там, допустим, какие-то смешные ролики ставить, других людей, там детей, бабушек начал пощупывать, там татарскую кулинарию. Я сам люблю очень сильно готовить, начал, ну, как бы готовить, снимать это все, показывать. И понимал то, что такого контента в интернете не хватает. Сейчас репетируем, видимо. Ну, андай контент юк. Менә кеше теге Инстаграмда именно татарча менә ашарга әзерләй. Авылда мәсәлән көтүен төшерәйме, көтү көткәнне. Теге гомумән менә гади халык тормышын күрсәтүче кеше юк. Моны инде мин әйтәм, мин беренче булам. Хәзер контент кирәк. Мин гел Казанга торгач, анда нәрсә Казан төшмисең бит, нәме әзрәк гадилек кирәк. Хәзер мин киттем. Ноябрь айында, октябрьнең ахыры, ноябрь айында киттем көтү көтәргә авылга, махсус шуның өчен контент булыр өчен, контент булдыру өчен. Или все-таки русча сөйлим мен?
Татарша, Руша? Я просто когда по-русски, то сразу. Что-то интересное. Ладно, по-русски, татарский наполовину. То есть для того, чтобы у меня был контент, я специально поехал в деревню, чтобы пасти коров. То есть это был конец месяца, значит, я приехал, пауэрбанков набрал, потому что у нас там связи нет, КТД аккумулятора нет. Значит, я на следующий день просыпаюсь, снег идет. Мне такие, ну все, последний день, коров пасти не будем. Я говорю, как не будем, я специально приехал, чтобы снимать. И, значит, даже есть первое видео, если вы в Ютубе наберете, оно там есть. И, значит, я выхожу там, щабаркавляю, значит, время такой, и снег идет. Я там и коров выводите, там коров. Значит, я снял ролик очень интересный и понял то, что надо, уже точно осознал то, что надо контент такой вот простой, обывательский и интересный, потому что такого не было. И на родном языке, то есть туган тилде, анда сыйыр сауылар екен, сыйыр сауыны төшерәм, печән өйләр екен, печәнне өясем. Менә бит ул безнең безгә якын күренеш ул. Шулай бит әйме, кемнәр авылда туган, шәһәрдә туган булса да, барыбер кайтып, булышып, ул безгә туган, без аны. То есть я начал брать тем, то, что я не давал что-то новое, я просто погружал всех в детство, в ностальгию. То есть основное вот я беру тем, то, что люди смотрят там, типа, вот как будто там вспомнил, вот мы так же делали. То есть это круто, когда ты... Наше богатство, что это воспоминания. То есть люди смотрят, вспоминают. Я где-то беру то, что они даже забыли, там, вот ковыряю там, допустим, Сюта Йортабас, да, там, вот, как по-русски Сюта Йортабас. Чеблару сейчас. Да, сепарат, допустим, там, снял, как там сепаратом там масло делаем. То есть это вроде все, нет такого контента, но это интересно, да? То есть начал брать этим, начали люди подписываться, значит, они подписываются, я снимаю. И был такой момент, все со мной согласятся, то, что мечты сбываются, да? То есть вот по жизни мечты сбываются, там все взаимосвязано. И значит, когда я создавал только аккаунт, я всем говорил то, что вот на меня подпишется, я хочу, чтобы на меня подписался наш президент Рустам Гугарович Минниханов. Значит, было одно мероприятие, и все со мной согласятся, когда в каком-то мероприятии, там, все говорят по-русски, а ты такой, значит, все рассказывают по-русски, перед ним выступают, что-то, вот мы тут сделали, и дают буквально минуту с ним пообщаться, вот там Ренат, он ведет блог, там, по-татарски, я такой, прислушался, я такой сразу, Рустам Нургалиевич, мен татар малай, мен түрлі блог алып барам, бүтін дүния татарлары турында сөйлеймін. Менә күптән түгел Пензаға бардым, Урта Әләзәнгә, менә анда Сабан туйны төшердем, сіз дә бар идегез анда. Менә Астраханда булдыгыз, шуны төшердем, бармадым, төшердем. Әби бабай турында сөйлеймін. Бу сразу сорау бирә, типа, әби бабайың кайсы районнан, менә теге Сабадан бабай, әби моннан. То есть буквально мы 2 минуты с ним пообщались, он дал свой телефон, и в конце сказал, я говорю, сіз менің аккаунтқа қушылсаңыз, сізге қызық болашақ. Все, значит, он берет свой телефон, у меня Android, я всегда на андроиде, он мне дает свой iPhone, и, значит, типа, найди себя, то есть, табузина. Значит, я такой набираю, не получается, смайлики вышли, короче, русский язык, не получается, я не могу набрать. И такой, все, набрал Татар Малай, себя открыл, сам нажал на подписаться и передал ему телефон. То есть, так сбылась моя мечта, я знаю, вот, самый актуальный вопрос, смотрит ли он тебя, ставит ли лайки. Недавно он ставил лайк, я даже это после постом сделал, когда юбилей был моего дедушки. То есть я к тому, что мечты сбываются, и вот так вот получилось так, что на меня подписан президент, и после этого все говорят, наверное, у тебя подписчиков стало больше, подписчиков нет, больше не стало, но ценить стали. То есть ценить, зная то, что он смотрит сторис, там, то, что лайки ставит. Был случай, когда мы встретились на Всемирном форуме, то есть подписан, это не значит, что ты постоянно с ним общаешься, правильно же? И мне самому интересно, да, вроде лайки ставит, но вообще смотрит ли, читает ли меня. И, значит, после года, нет, не года, в мае мы с ним виделись, мы, значит, на Всемирном форуме в октябре встречаемся, через полгода пускай будет. И, значит, там наш стенд татарский, там все перед ним летают, мы тут сделали, значит, там. Для меня интересно, когда ты снимаешь, и на тебя не смотрит, и что-то говорит, а просто, как вот, ты говоришь, ортангна чирып, ты за кулисами. Значит, я снимаю, стенд такой большой, я, значит, здесь снимаю, все идут, и ко мне, я так стою перед ним, он такой, вот, Татар Малай. И мне так было приятно, то есть он меня узнал, и я такой, вообще замечательно. Я такой, Рустам Байсинбай, ты что была? Рустам Бай, я ему говорю, он ничего не говорит. Я говорю, Рустам Байсинбай, селфи что была, значит, селфи ты штык. И он репостнул меня. То есть у себя на странице репостнул. Это было одно счастье, и потом
подряд репостнул, где я с КамАЗом селфи сделал, там же. То есть это уже двойное счастье, когда он тебя знает, ты знаешь, что он тебя смотрит, читает. И после этого уже я начал уже всякую, как я и так, конечно, фильтровал, да, там, скажем, была своя цензура. Начал уже более так тщательно посты выбирать, писать там уже, чтобы негатива не было, там уже, чтобы модерация была, прям жестко начал. И все мы знаем, что, в принципе, блогеры могут на рекламе зарабатывать, но когда я создал свой блог, у меня не было такой цели. Возможно, этим я и взял такой, ну, как бы большой охват и уважение. Но когда я начал встречаться с девушкой, у меня ипотека, и как бы понятно, что карман сужается, надо как-то, ну, и девушке, чтобы было хорошо, и мне. Значит, я начал зарабатывать на рекламе. Ну, зарабатывать громко сказано, делать рекламу. Да. Значит, начал делать рекламу, и как раз он и меня, то есть я там, к примеру, в январе я начал делать рекламу, и я это все обсудил с подписчиками, там целый пост, это все есть, вы можете почитать, как вы считаете, вот я хочу сделать рекламу, как вы считаете, сколько ставить, и такие, ну, как бы, большинство, ну, процентов 90, твой блог, как бы, ну, почему бы нет, зарабатывай. Значит, начал, ну, ставить рекламу, нет, такую, да, и подписался, говорю, Рустам Гольевич Миниханов, и, значит, у меня такой ступор, наверное, он увидит рекламу и больше, ну, как бы, и отпишется. И уже страх, то, что он отпишется, начался у меня такой бзык. Значит, я месяц не выкладываю ничего, не выкладываю. И на второй месяц он приснился. Он такой: Ренат, выкладывай, все нормально. И после этого начал выкладывать. Вот. Как я выкладываю рекламу? Нативную рекламу все знают, да? То есть первая моя реклама была, я стараюсь, чтобы она была такая, ну сейчас уже не так получается, но чтобы какая-то милли, жанлы, тиги, татар. Mesela birinci реклама или булды Түбетей рекламасы, Түбетей кафесі. Я, значит, пришел, я говорю, давай, не говори, что я приду, но они сказали, что я приду. Просто изнутри сниму, чтобы, ну, покажу, не скажу, что у вас вкусные шпичмаки. То, что вот внутри там, тут все печется, тут классно, тут чисто, тараканов нет. И, соответственно, клиенты сами решат, вкусно на выходе или нет. Вот, соответственно, первая нативная реклама. После этого были уже прямые рекламы. Да? Сам пробуешь продукты, которые нам предлагают? Услуга либо Пробую. То есть я стараюсь, да, я, знаете как, стараюсь... Потом поднимайте цена, как сказать, даже... проверить качество. Да, проверить, либо... Ну, я один раз вот на примере скажу. Dreams какой-то там, короче, значит, они продавали айфоны за 35 тысяч, какие-то там крутые, я в айфонах не разбираюсь. И в итоге оказалось то, что это какая-то там пирамида, то есть ты, чтобы купить iPhone за 35, ты должен привести 5 друзей, эти 5 друзей, каждый по 5 друзей, и, значит, у них деньги берут, ты покупаешь такой, и то есть и такая пирамида уж. То есть я стараюсь, чтобы это было честно, чтобы была страница актуальная, чтобы там все было написано, и чтобы не кидали. Ну, реклама редко выходит у меня, ну, соответственно, я не беспокоюсь. Что касается рекламы. Раньше не было сторис, сейчас удобно, когда есть сторис, там сумму сказал, сторис выложил, и им хорошо, и мне хорошо. И народу не напрягает, что в ленте выходит, и, соответственно, ты можешь заработать. Вот. Что бы я еще хотел сказать? Плюс все думают, то, что блогеры, ну, не знаю, как другие, по крайней мере, я работаю с 17 лет, мне сейчас 32 года, за 32 года я поменял 13 мест работ, но это не связано с тем, что Ренат плохо работает, потому что меня, наверное, не брали бы там после 7-8 уже работ, да? То есть каждый раз я искал новую работу, как бы получше, 5-6 работ я поменял во время учебы, то есть я и сварщика был полипропиленщиком, и в охране работал, и телефоны продавал, и грузоперевозки, то есть, ну, везде там не открывал, а просто, ну, как я говорю, болтик. Вот, и в банке 5 лет я работал. То, что у многих вопросов, типа, ты не работаешь, что ли? Нет, я работаю. Потому что родители всю жизнь работали на заводе, они почему-то привили такую вещь, как пенсия, а сейчас ее хотят, уже повысили, да, значит, блин, опять надо будет работать. То есть надо, ну, мне говоришь, открой ИП. Ну, я не люблю ни бизнес, ни политику, я люблю деревню. Вот, это то, что касается заработка и моей работы. Шахар Сулейман, Алюки. Ишеттем мен кеше, берәү җырлый. Шын безнеңчә матур миллеки, башка килә уйлап төрле. Әллә нинди зарлы моңлы көй, өзлеп кенә әйтеп бирә, татар күңле ниләр сизгәнен, мескен булып торган 300 елда, тәкъдир безнең кизгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән.
милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңеленнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түз алмадым, бардым җырлаучыга, дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабымда милләттәшем миңа, бу көй була диде, Әллүки.